В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Неизвестный болид оставил яркий след в небе над Якутией. Роскосмос озвучил предположение о происхождении объекта. Российские атлеты не смогут использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде. В Ленске оказывают психологическую помощь беременным в женской консультации. Роскосмос озвучил предположение о происхождении пролетевшего над Якутией объекта накануне. Это мог быть сгорающий в атмосфере отработавший разгонный блок «Фрегат», который вывел на орбиту 6 спутников в 2009 году. Тогда «Фрегат» использовали в качестве верхней ступени ракеты «Союз-2-1Б». В свою очередь, в пресс-службе Минэкологии Якутии исключили возможное падение фрагментов. Там уточнили, что очередной пуск ракеты-носителя с космодрома «Восточный» запланирован на 25 марта. На участке автозимника Умнас в Алекминском улусе расчищены объезды, где появились наледи возле сел Урицкая и Харинцы на устьях рек Белая и Тымны-Улах. Сегодня техника будет работать по устройству объезда наледи вблизи устья реки Марха. Для обеспечения безопасного проезда транспортных средств задействованы автогрейдер и 2 трактора К-700. На время работ водителей просят воздержаться от поездок на легковом транспорте и соблюдать меры предосторожности на автозимнике. Спортивный арбитражный суд запретил России использовать песню «Катюша» на Олимпиадах в Токио и Пекине. Как отмечается, комиссия пришла к выводу, что любой гимн, связанный с Россией, не должен официально исполняться или петься на каком-либо официальном мероприятии. В России «Катюша» считается патриотической песней, в которой содержится призыв к солдатам защищать Родину. Напомню, спортивный арбитражный суд 17 декабря прошлого года опубликовал решение по спору между ВАДА и РУСАДА. Срок наказания сокращен в 2 раза по сравнению с изначально желаемым ВАДА. Согласно решению суда, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. 18 марта в Якутске начнет работу форум «Университеты и развитие стратегических территорий России». В Москве на площадке Якутского постпредства состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке конференции. Одна из ключевых секций форума будет посвящена использованию возобновляемых источников энергии в Арктике. Это перспективное направление, которое поможет быстрее развивать регион, в частности, отказаться от дизельного топлива. Республиканским специалистам есть чем поделиться в этой области. В Якутии уже реализуются и тестируются новаторские проекты. Это ведродизельные установки в Тиксе и солнечные батареи в Батагае. Мы сегодня работаем над проектом атомной станции малой мощности стационарного характера, которая должна быть установлена в устье реки Яны, с тем, чтобы обеспечить этот регион устойчивой энергетикой и обеспечить начало разработки крупнейших месторождений золота и олова. В работе форума личное участие примут ключевые эксперты, президент Российской академии наук Александр Сергеев, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, губернаторы, первые лица корпораций, ректоры и сотрудники ведущих университетов. Молодежные некоммерческие организации получат помощь из бюджета страны. Средства предоставят Ассоциации студенческих спортивных клубов России, Поисковому движению России, «Россия – страна возможностей» и Центру изучения и сетевого мониторинга молодежной среды. Размер субсидий определяется исходя из потребностей организации на основании данных о размере субсидий за прошлый год и финансового обоснования, которое должна дать некоммерческая организация. Также установлено, что показателями, необходимыми для достижения цели предоставления гранта, является количество участников мероприятий и количество просмотров трансляции этих мероприятий в интернете. Психолог для беременных принимает в женской консультации Ленска. Будущим мамам отвечают на самые важные вопросы о материнстве и помогают пережить послеродовой стресс. На уроках побывала наша коллега Марина Крутихина. Любовь Немцова стала мамой 4 года назад. Сейчас сын Миша в садике. Женщина вышла с декретного отпуска. Беременность проходила спокойно, рассказывает ленчанка. Но после рождения малыша наступала депрессия.
Я поняла, что я уже не справляюсь, что мне психологически сложно, очень много вопросов. И вот мне нужно выговориться, нужен совет и подсказать, как с этим справляться, что делать, как выходить вот с этой ситуации, с родовой депрессией, которую я как поняла, что у меня есть. Тогда Любови помогла школа для беременных, которую она посещала еще до родов. В женской консультации с будущими мамами работает профессиональный психолог Екатерина Кузнецова. Занятия проходят раз в неделю по 1,5 часа. Темы самые разные. Это и питание беременной, питание кормящей, грудное вскармливание, нормализация сна, психоэмоциональная взаимосвязь мамочки и ребенка. То есть смотрим чисто психологические темы, да, роль папы в воспитании отца, эмоциональное материнское выгорание, пострадовые депрессии, чем они, различия между ними, да. То есть вот очень-очень широкий спектр. И вообще, я всегда говорю, вот все, что возникает в голове беременной девушки, женщины, мы все это рассматриваем на курсах. В планах расширить лекции, приглашать на беседы гинеколога, неонатолога, фитнес-тренера, чтобы дать будущим мамам больше информации от правильного дыхания на родах до грудного вскармливания. Но одной из главных достижений в своей работе Екатерина считает спасенные жизни. У меня в руках макет малышей на разных сроках беременности. В 12 недель у малыша уже есть ручки, ножки, отчетливо видно все черты лица. Но на этом сроке женщине еще разрешено делать аборт. За 2020 год по Ленскому району 175 женщин прервали свою беременность. С помощью кабинета психолога за прошлый год удалось спасти 25 малышей. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». В Алдане продолжается реконструкция бассейна. Согласно ранее утвержденным срокам, спорткомплекс должен был принять спортсменов в декабре прошлого года. По объективным причинам работы затянулись. В настоящее время готовы системы и коммуникации. Почти завершена внутренняя отделка. По словам директора спорткомплекса Максима Скупова, бассейн откроет двери для пловцов в ближайшие месяцы. Объект будет введен в эксплуатацию ориентировочно в начале июля этого года. Сроки затянулись в первую очередь по вине подрядчика, по вине пандемии, которая не позволила привести должное количество сотрудников для производства работ. Но, тем не менее, можно отметить, что получим мы действительно современный бассейн с современным оборудованием. Якутянин Алексей Васильев претендует на победу в самом престижном международном конкурсе фотографов World Press Photo. Он представлен в категории «Проблемы современности» с серией «Сахавуд». Алексей представил 10 работ, рассказывающих о производстве фильмов в Якутии. Ульяна Шагина пообщалась с талантливым фотографом. Ну вот я сейчас пересматриваю то, что мы сегодня отсняли. Мне кажется, сегодня не самый удачный мой день для удачных кадров. Как увидеть интересный кадр там, где другие проходят мимо? Гуляя часами в толпе прохожих, фотограф-документалист Алексей Васильев ищет глазами тот самый момент. Лица людей, события. Удачный кадр может получиться в любую секунду. Миссия фотографа – увидеть его и успеть запечатлеть. Гуляю по улице часа 2-3 в поисках кадра. И не факт, что, конечно, я смогу что-то снять. Вообще, чтобы получился какой-то удачный кадр, на это может уйти куча времени. Может день, может 2, может вообще целый месяц. 3 месяца, я не знаю, полгода. Вот и фотографии серии «Сахавуд» появились не в одночасье. Он документировал закулисье якутских киноплощадок больше года. Алексей – большой патриот своей родины, поэтому его снимки – это в первую очередь не просто о работе актеров, а о чем-то более глубоком, о самобытной истории его родного края. Но просто Якутия – это мой родной дом, моя родная земля, и мне кажется, то, что я делаю, фотографирую, как живем мы, местные жители, это должно войти в историю, возможно, и людям лет через 100 будет интересно рассматривать фотографии.
Каждый из снимков имеет свою историю. Мальчики-близнецы, держащие в руках костюмы болотных существ, это маленькие актеры фильма «Старушка Биберикян с 5 коровами». Сцена из той же сказки. На снимке борьба добрых и злых сил. Или снимок отдыхающего в морге. В фильме к нему придут на опознание. А на фотографии эпизодический актер отдыхает в перерывах. Я увидел, как шаг за шагом создается кинопроизведение, как работают режиссеры, как работает вообще в целом вся команда, вот, с какими трудностями они сталкиваются. Вот. У тебя с ними договоренность какая-то была, да? Да, я, конечно, со всеми заранее договаривался, просил разрешения присутствовать на съемках, наблюдать, снимать. И никто из режиссеров, за что им большая, огромная благодарность, не отказывал мне. На право называться фотографией и фото истории года. В этом году борются более 70 тысяч работ фотографов со всего мира. Самобытная культура народов, всемирная пандемия, экологические проблемы. Сюжеты самые разные. Победители будут известны уже в середине апреля. Сам же фотограф заявил, что какими бы ни были результаты конкурса, вхождение в число номинантов уже победа. Значит, на его работы смотрели дольше, чем на несколько секунд. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Иркутск. В мае стартует открытый кубок по трейл-раннингу «Таежные дебри Якутии». Это самый масштабный кубок региона, в котором ежегодно принимают участие около 1000 якутян. Соревнования состоят из 5 этапов, в каждом из которых на выбор участников есть различные по протяженности дистанции. Проект был создан 4 года назад. Первый этап начнется 16 мая. Трейл – это бег по пересеченной местности. Была очень интересная идея создать для жителей нашей республики, нашего города интересный беговой проект, когда можно бегать по разным локациям, заряжаясь новыми эмоциями. И как раз-таки пришла идея создания кубка «Таежные дебри», где в него входит 5 этапов, 5 разных локаций с 5 разными дистанциями, где любой желающий любитель может поучаствовать и побегать в свое удовольствие. Премьерные спектакли знаменитой оперы Жоржа Бизе «Кармен» пройдут 27 и 28 марта в Якутске. Репетиции начались в январе. По приглашению руководства театра для постановки оперы в столицу Якутии приехали ведущие специалисты музыкального театра из Москвы, Санкт-Петербурга и Ижевска. Спектакль задуман как постановка в неклассическом прочтении. За главные роли Кармен и Эскамили исполнят солисты театра оперы и балета Якутии Айталина Адамова и Александр Емельянов. Я очень довольна. У нас попалась очень профессиональная команда мастеров в вашем театре, потому что это очень хорошая посадка костюмов, идеальный крой. Они слышат меня с первого раза, и у нас не было, наверное, никаких проблем во время пошива. Все как по маслу. Очень доброжелательные люди, во всем помогали, словом, делом. Я очень благодарна вашему театру и за опыт работы, и за новые знакомства, и за какие-то техники, какие-то такие фишечки, которые я узнала при работе с вашими мастерами. На этом у меня все. Оставайтесь с нами, берегите себя.